Важно рассказывать людям, что есть вот такие обычные сволочи. На самом деле, кто журналисты? Они вот какие-то вот чернорабочие, какие-то вообще не всегда достойные люди, которые должны и обязаны. На двери этого, где он проживает, могут нарисовать, написать все что угодно. Да давайте тогда его заклеймим, понимаешь? В подкасте «Новый репортер». Здравствуйте, меня зовут Зибота Джибаева, я журналист и главный редактор издания Йортеджи. Сегодня мы пишем подкаст для «Нового репортера». В гостях у нас Наргиз Касымова, глава коалиции женщин журналисток Таджикистана и телеведущая, и Ольга Тутубарина, шеф-редактор медиахолдинга «Азия Плюс». Но прежде чем мы приступим к теме нашего разговора, я хотела бы, чтобы вы представились, потому что вас, безусловно, знают в Таджикистане, но так как новый репортер следит за медиа в Центральной Азии, нас будут слушать и из других стран, немного о себе. Я журналист со стажем сколько лет? Ну, не буду уже говорить сколько, да, в медиа. Занималась и радио, и телевидением. Сегодня с дочерью записываем подкасты и делаем какие-то интересные ивенты для журналистов и не только для журналистов. Я работаю в журналистике уже больше 20 лет. Работаю, пишу, в принципе, я пишущий журналист, сейчас, правда, уже нет. Но работала ни на радио, ни на телевидении не работала только в газете. И вот сейчас информационное агентство. У нас объединенная редакция, и вот там я работаю шеф-редактором. Спасибо. А теперь к теме нашего разговора. Почему в Таджикистане не работает институт репутации? То есть в Таджикистане сложилась такая ситуация, что многие очень ориентированы на общественное мнение, да, то есть кто что скажет и так далее, и стараются граждане соответствовать, да, каким-то общепринятым нормам, но при этом, когда включается институт репутации, то есть это все не работает. Если пояснить, что такое институт репутации? Это последствия публичных действий или высказываний. Ну, я подразумеваю под этим. Например, если человек обвиняется в харассменте, но при этом продолжает дружить с крупными известными изданиями. Если человек высказывается пропагандирует, будем называть своими именами, пропагандирует агрессию, но при этом он становится героем публикации, и общество, в принципе, его поддерживает и не видит ничего в этом страшного. И для того, чтобы немного раскрыть тему, да, я еще один пример переведу, и он будет издалека. Я не знаю, смотрели вы, не смотрели, фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке. Да, конечно. Смотрели, да? То есть я для слушателей немного поясню. Это фильм был о Викторе Мохове, который отсидел 17 лет за то, что содержал более 4 лет в неволе 2 подростков. Девочку 14 лет и девушку 17 лет. И Ксения Собчак сняла о нем фильм, где она с ним шутит, рассказывает какие-то подробности, показывает его выражение лица и улыбается при этом. Мне самой на первый раз было противно смотреть этот фильм, и я пересмотрела его перед тем, как подготовиться к подкасту, и до сих пор есть чувство отвращения. У тебя какие были, Ольга, ощущения, когда ты смотрела? Давайте так сразу начнем с этого скопинского маньяка, да, если такой пример приведен. Я сразу обозначу свою позицию и позицию, в принципе, нашей редакции. Если мы говорим, если вопрос, в принципе, изначально состоял в том, можно ли, нужно ли брать интервью, транслировать, то есть на публику мысли таких людей, да, предположим, если мы говорим сейчас о конкретном этом примере, я думаю, что да. Почему? Вы знаете, вот если говорить именно про этот конкретный случай, ведь этот человек, это не какой-то Мохов, да, у него фамилия, по-моему, это не какое-то там сконцентрированное выражение зла, да, то есть это обычный человек-то на самом деле, совершенно обыкновенный человек.
Поэтому я считаю, что важно рассказывать людям, что есть вот такие обычные сволочи, которые живут рядом, которые вхожи, возможно, в ваш дом. Это важно, я считаю, рассказывать. Возможно, это важно с точки зрения психологии, в первую очередь, например, для специалистов, для понимания. Другой момент, с точки зрения журналиста и как редактора. Мне не понравилось само интервью, потому что я считаю, что оно было недостаточно профессиональным. Точнее, непрофессиональным, в принципе. То есть что там тебя напрягло так? Я считаю, что самое важное вот в таких, например, интервью, опять же, повторюсь, если мы говорим вот про людей вроде этого Мохова, да, про маньяков, прямо скажем, я считаю, что в этих интервью не должно быть никакой эмоциональной составляющей. Абсолютно. То есть это не должны быть вопросы, не должно быть, точнее, вопросов, которые могут вызвать эмоцию. То есть никаких эмоций, абсолютно. Вот мне так кажется, что это самое важное. И в таком случае не будет, скажем так, шанса на то, что человек сможет транслировать публично какие-то свои хотелки, желания, мысли, в принципе, говорить о том, как. То есть ты сейчас как бы считаешь, что чтобы понять природу зла, нужно переходить на ее территорию и показывать. Не нужно переходить на ее территорию, это не совсем так, нужно, да, это нужно показывать, конечно, нужно говорить с этими людьми, я считаю, что это важно, потому что, я не знаю, как в отношении конкретно этого человека, какое у него там было детство, я не знаю, да, но мы все прекрасно понимаем, что чаще всего эти люди становятся не людьми, в силу совершенно определенных обстоятельств, в силу того, что наше общество, возможно, когда-то не увидели, не заметили, не помогли, не поддержали его семью. Возможно, я не настаиваю в данном случае конкретно на этом примере, да, здесь я не знаю. Но вы понимаете, я надеюсь, о чем я говорю. Вот. Коллеги, то есть это не переход на территорию зла, абсолютно нет. Коллеги, я хочу вступить, я просто пытаюсь обозначить, да, и понять свое участие в этой теме, репутация. Мы сейчас говорим о крайних случаях, да, их освещения в медиа, или мы говорим в целом как активисты, как мы можем повлиять на то, как в обществе, допустим, кто-то может быть рукопожатным или нет, стоит ли с ним общаться или нет, я правильно понимаю? Ну да, в принципе, я сейчас просто еще один пример приведу, чтобы было понятно, да, например, это был случай с Региной Нотаренко, телеведущая, украинская телеведущая, но она теперь проживает в России, которая сказала, что ты сделала для того, чтобы муж тебя не бил. То есть вот в таком случае, когда институт репутации сработал, когда с ней журнал «Гламур» лишил ее титула «Женщина года». Хорошо, смотри, та же Тодоренко, после этой реакции на ее слова, она провела огромную работу, правильно? Да, она да. сняла фильм, она получила свое прощение. Я считаю, что у каждого человека есть право на ошибку, да. Если, да, ты, возможно, был неправ в силу, может быть, каких-то обстоятельств или недостаточного информирования, или, опять же, какой-то слабости или еще чего-то, но ты изменил позицию, ты сделал все, чтобы прокачать свои знания в этой теме, да, я не знаю, изменить свое отношение, помочь тем же жертвам насилия, да, семейного. Можно ли этого человека считать прощенным? Можно ли его репутацию считать восстановленной? Я тебе в ответ скажу, мы как коалиция женщин-журналистов проводили премию «Гражданин года» по итогам 2021, и у нас были спорные люди в списке. И когда мы вручили, не буду называть имя этого человека, да, опять же, определенная часть общества считала, что он был неправ, высказывая свое мнение относительно там каких-то известных случаев в Душанбе, да, с юридической точки зрения. А кто-то считал, нет, он достаточно активен и проявляет свою позицию в других моментах, да, и он, как вам сказать, помогает обществу, что ли, да, или активный его член. Поэтому насколько мы были правы или неправы, да, насколько были неправы те люди, которые были против определенной кандидатуры. Хотя, например, я в этом не согласна. И опять же пытаюсь понять, насколько это справедливо. Какой-то определенная часть общества говорит, фу, вот он кака, давайте вообще до конца жизни не будем с ним здороваться, не будем общаться. А почему он не может, допустим, где-то заслужить это прощение? Опять же, еще один случай. Заслужить прощение может всегда. Тодоренко, в принципе, да, она проделала большую работу
а у некоторых уходит намного дольше, да, времени, чтобы проделать эту работу. Ну хорошо, он был неправ где-то, но в какой-то части, как тебе сказать, как вот обозначить свою позицию, он делает многое для решения определенных проблем в обществе, да? Я не понимаю, насколько человек может быть прям абсолютно таким молодец, и он везде такой хороший. Нет, безупречных людей, конечно, нет. И в этом плане я против того, чтобы общество затаптывало только за одно, я понимаю неосторожное слово, но человек, если извинился, принял какие-то свою ошибку или признал и сделает что-то для ее исправления, я считаю, человек достоин того, чтобы мы его, ну, по крайней мере, я не знаю, ну, не топтали, что ли. Нет, вот я за это. В этом случае, конечно, да. Но у нас люди продолжают топтать. Есть же и крайности, когда действительно, ну, нет, все, на нем клеймо, он ошибся или он был там неправ. Опять же, еще одна персона, которая проводит известные там мероприятия в городе, да, когда его обвинили в харассменте, был суд в этом направлении. Но в то же время он был участником другого социального проекта, когда он помогал особенным детям. То есть как вот тут понять эту грань и как не затоптать человека, не сказать, что нет, ты не имеешь права дальше общаться там с детьми или еще где-то какую-то работу проводить, потому что ты вот в этом случае был неправ. Я просто пытаюсь, чтобы мы, для чего мы здесь собрались. Смотри, да? тот случай был, человек пошел дальше в суд, он подал иск, он не извинился, ты понимаешь, можно было... То есть он не справился. Да. То есть можно было как-то реабилитироваться, да, свою там, не знаю, свою репутацию, по крайней мере, хоть как-то, хотя бы какими-то шагами, но он дальше продолжил, в принципе, я говорю же, что в любом случае мы для себя определяем эти грани самостоятельно. В свете последних событий, что вообще в мире творится, я понимаю, что невозможно, во-первых, умолчать что-то, невозможно всегда придерживаться нейтралитета, да, в какой-то момент придется сделать выбор. И я думаю, что... ты видишь, ты думаешь о том, что как это аукнется, да, твое действие или бездействие. А многие не думают, в силу того, что, опять же, наверное, потому что, по крайней мере, наш город, наверное, не такой уж большой, все мы друг друга знаем, не только в медийном пространстве, да, и все мы как-то контактируем с друг другом, поэтому кому-то, может быть, и не хочется этого института репутации придерживаться, как же, мы же все друзья там где-то, мы же там общие знакомые и прочее. Мы можем не соглашаться, я, по крайней мере, могу с чем-то не соглашаться, но из-за этого как-то ставить крест на этом человеке или не признавать его, или не здороваться, я пока не могу себе представить ситуацию. Еще один случай, это из моей собственной практики. Эту тему о героине мы обсуждали до февральских событий в Украине. И, в принципе, материал журналист и писал, но я потом сказала, что так как человек оправдывает действия России в Украине, я не поставлю этот материал. Я заплатила журналисту за работу, но материал не вышел. А о чем был материал? Нет, это было о человеке просто. Но он там не говорил о своем отношении. Не касалось вообще. Это просто было о его профессии, о его увлечении. О человеке, да. То есть это была просто история. Я считаю, что человек, который оправдывает действия, агрессивные действия России в Украине, он не имеет права быть на нашем сайте. Не имеет права, чтобы о нем, да. То есть это принципиально для меня. Я думаю, что здесь на самом деле вопрос и решение конкретной редакции. То есть это не должно решаться я думаю вот так, и вы должны думать все ровно так же. Абсолютно нет, так не работает. Но у нее так Если работает. Интервью человека, я так понимаю, история про человека о чем-то совершенно ином, то я, например, такое не поддерживаю. Если человек достоин в данный момент, чтобы о нем написали, чего-то он добился. Я не знаю, о чем речь идет. Нет, да, это просто интересно. Если она достойна была изначально до войны, условно, была быть у тебя на странице, то я не очень понимаю, почему она не может быть после, если вы в принципе не затрагиваете этот вопрос, если вы об этом не говорите никак. Я считаю, что так не должно быть. Я могу сказать, что, тем не менее, опять же, с нашим внутренним кодексом редакции есть люди, которых мы не позовем никогда. Это не связано в данном случае с нынешней текущей политической ситуацией. Это, например, связано с тем, что эти люди достаточно негативно, агрессивно относятся к журналистам, ко всем, ко многим. И конкретно к медиагруппе «Азия Плюс». И они это транслируют, и мы считаем, что мы имеем право общаться с этими людьми, не давать им голос на наших платформах и не транслировать их мысли.
о чем бы то то ни есть было. только если это лично касается вас. Да, возможно, кто-то скажет, что вот вы здесь как-то лицемерите, но я не считаю. Потому что, знаете, уже много лет как бы в Таджикистане журналисты, ну, на самом деле, кто журналисты? Они вот какие-то вот чернорабочие, какие-то вообще не всегда достойные люди, которые должны и обязаны, должны этому помочь, здесь сделать. И всегда эти люди оказываются, виноватыми. Причем виноватыми не только для руководства там какого-то, да, там для министерств, ведомств, чиновников. Виноваты для тех же людей, для которых мы вчера делали эту работу недостаточно хорошо, недостаточно быстро, может быть. И знаете, я так думаю, что давно, в принципе, настала пора, когда нам нужно самим журналистам защищать свою репутацию, свой вот сейчас мы об этом говорим. Да. То есть, если вы сейчас... И это наш авторитет, да. Если кто-то говорит, что Азия плюс это дно, или Азия плюс это, я не знаю, на самом деле достаточно открыть соцсети, чтобы почитать, что о нас говорят. И часто эти люди, это одни и те же люди, но мы вычислили, скажем так, уже тех, кто вот прям вот целенаправленно гасит и журналистов Азия плюс, и журналистов... В принципе, таджикских журналистов, я сейчас не только про АП говорю. Вот эти люди, это да, это наше решение, эти люди не будут у нас. Но если человек гасит других, он вполне может быть. Но при этом не гасит вас. Нет, я поэтому оговорилась, что не нужно совсем вот... Здесь не идет разговор о каком-то лицемерии или о какой-то неверности в трактовке, да? Не совсем так. Я не знаю, мне вот конечно, было бы лучше на конкретных примерах сказать. Ну да, но мы сейчас просто, если мы сейчас будем перечислять все имена и фамилии, нас просто размажут потом еще. Коллеги, говоря о репутации, мне бы хотелось сказать, да, опять же, о нашей солидарности журналистской, да, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас сделаем какие-то разграничения, да, ты можешь не публиковать материал про того человека, с чьими взглядами ты не согласна, да, но при этом ты можешь общаться со мной, зная, что я общаюсь с тем человеком, нет, конечно, чьи взгляды. Да, то есть я вот это еще пытаюсь понять. Мы сейчас говорим только на медийном пространстве, а в личном мы можем дружить, пить чай, ходить в гости и вот так. То есть это репутация тоже? Я не знаю, публичная репутация все-таки она важнее. Мы можем, да, поздороваться. Я поздороваюсь с человеком, если он со мной поздоровался. Даже если я его, грубо говоря, не уважаю совсем, но если он поздоровался, я поздоровался, что ж там. Я не буду, возможно, с ним пить чай, но поздороваться я поздороваюсь, да. Я вот как раз-таки про те самые законы, которые писаны, не писаны, чтобы зритель тоже понимал, о чем мы говорим, репутация. Это значит, чего мы не должны придерживаться, да, чтобы аудитория понимала, согласна она, не согласна, можем ли мы это переносить, там, не знаю, в личную жизнь, в общественную жизнь, с медиа, да, или все настолько взаимосвязано. На самом деле очень серьезно взаимосвязано, потому что, если говорить даже в принципе просто о нас, вот кто сейчас за этим столом сидит, да, то наша репутация как условно там телеведущий или шеф-редактора, она неотъемлемо связана с репутацией Наргиз или Ольги. Просто потому, что мы еще и возглавляем медиаструктуры свои, и от нас на самом деле много чего зависит. О том, что и как. Мы публичные личности, то есть за все свои высказывания, да, мы в любом случае, даже если я оставила в комментарии где-то высказывание свое, я... конечно, прочитать не как Зибота Джибаеву, как просто Зибо, да, а как Зибота Джибаеву, который является владелицей СМИ. Слушай, смотри, абьюзер отвечает твоим моральным принципам? Нет, конечно, ненормально. Все, что я говорила до этого, начиная со скопинского маньяка, это все ненормально. Но если мы же тут встретились не как, опять же, Оля и Зибо, а как, наверное, журналисты, и поэтому мы здесь говорим с точки зрения журналистики. Нет, это ненормально. Возьму ли я у него интервью по этому вопросу, например? Да, я возьму у него интервью.
Но если по другому вопросу, по профессиональному, допустим, я понимаю, дома он может бить и быть монстром, да, но нам приходится брать у него интервью совершенно по другому вопросу. Да даже не если не про другой вопрос, даже если про этот вопрос, в принципе, чем мы и занимаемся, журналистика, чем занимается, когда возникает какой-то конфликт, мы же об этом пишем, почему вдруг сейчас произошло, что с абьюзером говорить нельзя. Почему нельзя? Нет, на тему абьюза и чтобы, да, но чисто по другим вопросам, но нет. Ну вот смотри, допустим, там, специалисты в сфере экономики, я не знаю, права, еще что-то, да? Да, дома бьют жену. Ну мы не знаем. Нет, но если мы не знаем, подожди, если мы сейчас говорим о публичной репутации. Хорошо, теперь если мы знаем, что он бьет жену, то мы не можем у него брать вопрос там по экономике, я не знаю, здравоохранению и так далее. Если он там врач или еще кто-то, я не знаю. Ну если он врач и бьет жену, то нет, конечно. Сейчас мы пытаемся свод правил по репутации выработать. Нет, на самом деле просто я хочу понять, а вообще нужен ли институт репутации? Конечно, нужен, важен. У нас его нет. Вот к чему возвращаемся к первому твоему вопросу. У нас его на самом деле нет. Но вот я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, почему его нет, если честно, да. Но это очевидно, что его нет. Я думаю, что это было бы неплохо в других странах, если бы это началось бы с крупных компаний, которые публично, которые авторитетны, которые пользуются уважением, у которых большое количество, я не знаю, там, и в принципе большое количество, на которых работает, и для которых они работают. Если бы началось с них, ведь во многих странах мира, повторюсь, начиналось именно с этих больших компаний, корпораций, которые решали, что это для нас приемлемо, это для нас неприемлемо. Например, наша компания одна известная, это случай с девушкой, который был в прошлом году, да, то есть как она могла, эта компания, отреагировать? Уволить человека, который замешан в этом деле, вы сейчас понимаете, о каком мы говорим, да? То есть как компания может отреагировать? Уволить. Да, он у меня хороший сотрудник, но вот у него там какая-то ситуация, да? Уволить? Да, возможно, да. Ну, я думаю, что у этой крупной компании вещи, как раз было прописано это все. Да, потому что, вот смотрите, если примерять рубашку на себя, если в нашей компании, в Азии Плюс, конкретно появился вот такой вот маньяк-абьюзер, я не знаю, кто угодно. Что, возможно, не доказано. Это другой вопрос. Если мы знаем, что это действительно так, то да, здесь, скорее всего, я бы не хотела лично, как, например, руководитель, и думаю, в принципе, и в нашей компании другие сотрудники, наверное, бы согласились тоже с тем, чтобы мы не хотели бы иметь такого человека внутри редакции. Это другой момент. Ты сейчас говорила о том, что крупные компании. А почему это не могут начать журналисты? Вот потому что все-таки мнение журналистов, оно куда шире, оно куда больше охватывает людей, чем просто компания. Потому что я думаю, что все-таки наша задача в первую очередь не обвинять, а это есть обвинение, когда ты не приглашаешь человека, заведомо ты его обвинил, что он нехороший, и ты его не приглашаешь к себе на эфир, да, условно. Я думаю, что все-таки наша задача как-то информировать и пытаться разбираться, помогать. Ну, вот ты сейчас себе сама противоречишь, почему? Да? То есть ты говоришь, окей, в конкретном случае там пригласить и разобраться. Но если, например, у тебя ничего не изменится в твоей повестке, да, в повестке редакции, если ты не напишешь об этом человеке, не надо, ты его не обвиняешь, но просто его не должно быть, потому что он публично транслирует агрессию. Почему он должен быть? Вот скажи. А почему нет? В смысле, я не понимаю. Хорошо. Смотри, Ольга, выслушать человека, которого обвинили в абьюзе, его позицию по этому конкретному делу, да, окей. Но транслировать, с какими делами он другими занимается, и какой он крутой, и проводит какие крутые мероприятия, это другое дело. Да, я понимаю. Но на самом деле, во-первых, два момента, да. Конкретно человек, обвинили его в домогательствах, да. Все-таки очень важно не забывать, когда мы вот пытаемся кого-то осудить, заступиться, все-таки не забывать о юридической составляющей. Человек был обвинен или не был обвинен? Признан виновным, ты имеешь в виду? Признан виновным, да, правильно. Признан виновным он был или нет?
Про случай, о котором мы говорим, я так понимаю, что нет. Ольга, подожди. Если бы все это происходило, да, не параллельно с судом, который он на тот момент, да, рассматривал иск в отношении наших же коллег, и еще тогда ничего не было доказано в отношении него самого, в отношении наших коллег и так далее. Другой разговор. Но это все шло параллельно, понимаешь? Тем более. Да. Тем вот на более. тот момент, нет, Ольга, на тот момент было очень важно просто молчать. Просто молчать журналистам? Нет, о мероприятиях этого человека. Мне так кажется, что вот пока суд бы не определил, виновен он или не виновен, когда, да, сказали бы не виновен, все, ребята, никаких проблем и претензий к нам не может быть, потому что судом доказано, что он не виновен в домогательствах, и тогда вы смело можете сказать, что репутация его чиста. Вот могу я добавить, да? Вот обратная сторона вот этого слова репутации, сама вот этого момента, знаешь, что это вот эта агрессия. Хорошо, ты адекватно воспримешь, да? Ну вот он такой, да? Там я могу с ним не общаться, не здороваться. А другие дойдут до того, что на двери этого, где он проживает, могут нарисовать, написать все что угодно. Да давайте тогда его заклеймим, понимаешь? Я, например, против. Да, институт репутации, возможно, для адекватных, те, кто понимает, они могут адекватно реагировать. Остальные, его все, сказали мы, что вот он такой вот, да, не надо говорить, клеймо. Не надо, то есть... А как, промолчать как? Ну, какой-то же... Нет, на самом деле не надо говорить, это не о том. Будут говорить и без нас в соцсетях, и будут говорить намного хуже. Я считаю, что если нет задачи у журналистов, в принципе, освещать этот вопрос, я так понимаю, мы сейчас не про это, а о том, что параллельно, как ты говоришь, параллельно не нужно писать о нем, что он является там каким-то, я не знаю, дизайнером, организатором каких-то ивентов. Юристом. Если этот ивент проходит параллельно, то почему мы не напишем про этот ивент? Мы напишем. Естественно, мы укажем его как организатора. Я думаю, что вот именно потому что это параллельно, это важно. Человека не осудили. Но ты же предлагаешь заранее, до того, как его не осудили, осудить его. Нет, я предлагаю молчать. А почему? Почему мы не можем говорить о других его достижениях каких-то, если они есть? Я просто не могу. Вот для меня не укладывается в голове, как можно на одну чашу поставить, то есть его как бы, ну там условно, да, обвинения в харассменте и какие-то достижения. Ну неравномерно, то есть они не могут быть. Почему? Вместе. Ты сейчас как человек и как журналист. Да, но я как человек говорю. То есть, как журналисты же тут собрались. Как журналист. Для меня это не равноценно, ты понимаешь? А тебе не кажется, что это лицемерие? Если, окей, сегодня его обвинили там в абьюзе, ты молчишь всю дорогу, пока там у него какие-то выставки проходят, у него какие-то вот человек добивался, может быть, он много лет к этому шел и добивался, да, условно, мы сейчас в общем говорим, да, проходит суд, человека оправдывают полностью, и тут ты включаешься, давайте теперь будем про него писать. А я напишу о том, что он был оправдан. Нет, давайте писать теперь про него, что у него там были выставки, я не знаю, там ивенты у него какие-то были, или что он вообще, в принципе, золотой человек. А не логично ли дождаться вердикта, скажем так? Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, но у меня по-другому немножко в голове, понимаешь? Нет, вот как раз-таки я говорю, вот да, пришел вердикт, да, все окей, он оправдан, тогда может быть. Но когда это все идет параллельно, идет судебное разбирательство, идет и его мероприятия какие-то. Нет, для меня не может быть. Это такой нравственный момент. Я понимаю, я абсолютно понимаю, что ты имеешь в виду, но просто у меня по-другому это работает в голове. Окей, хорошо. Другой кейс. Национализм. Вообще, как вот в редакции у вас? Но мы придерживаемся позиции нейтралитета, да? Нет, подожди. Даже не национализм, а именно шовинизм, будем говорить так. Вот если человек, он шовинист, он публичный, явно шовинист,
Но мы с ним беседуем на темы музыки, возможно, Да. искусства, культуры. То есть это ты считаешь нормальным? То есть мы до сих пор с ним общались, до сих пор у нас были все эти интервью, да, допустим, да, и мы дальше говорим именно о концертах, может быть, о какой-то еще другой музыкальной или культурной жизни. Ну, я не знаю. Да, мы У будем меня делать. таких кейсов не было. Это сложный вопрос, очень У вас тяжелый. этот кейс был, Ольга. Какой? Этот кейс был со статьей о герое, до которого Который вы просто- благотворитель? Да. Ну, во-первых, какие там были высказывания с его стороны, я их не видела. Автор, который делал материал об этом человеке, тоже их не видел. И я думаю... А если бы увидел потом, когда было опубликовано? Я так подозреваю, что, скорее всего, это не были какие-то вот прям, с его точки зрения, какая-то вот целенаправленная вот политика, и всю жизнь он пишет вот эти посты. Сколько было этих постов? Пару раз, может быть, человек написал? Нет. Ну, мне иногда кажется, что вы недостаточно как-то, вот Азия Плюс, недостаточно как-то вовлечена такой вот эту жизнь, да, то есть вы не следите за тем, что творится, например, в таджикоязычных группах в соцсетях. Поэтому бывают такие проколы. На самом деле, это прокол был очень серьезный. Что называть проколом, Зибо? Написать Опять о человеке, же, который шовинист. Не может, у меня не могут. Ну, не про они- эту позицию, правильно? Вот поэтому института репутации в нашей стране и не будет. Потому что мы все равно продолжаем общаться, работать, я не знаю, иметь какие-то другие связи, да, с героями наших материалов. И неважно, они придерживаются там какой-то определенного мнения, но их работа может не касаться этого. И потом не бывает, как мы уже сказали, абсолютно таких правильных, абсолютно неправильных, как вот зло и добро, я не знаю, в одном человеке. Ну, подожди, если у тебя в редакции, например, или в твоей личной, да, как ты сейчас лично себя представляешь, шовинизм не может существовать с твоими моральными принципами, и ты будешь наступать себе на горло дальше, говорить с ним о концертах? Я считаю, что он может быть не прав, но я сейчас беру у него интервью абсолютно на другую тему. Вот я буду работать по этой теме. Тут, понимаешь, пытаемся тебе уже полчаса рассказать о том, что мы будем работать как журналисты. Мы не как вот как люди, возможно, да. То есть журналисты не люди? Нет, ну не совсем так. Зибо. Ну, я Ты тебе же- говорю, что я понимаю, когда, если вы берете у него интервью касательно конкретного случая, где он замешан. Но когда вы пишете и героизируете его... Вот, про это я с самого Да. начала говорила, что Это- никто не героизирует. С чего вот вдруг ты это взяла? А благотворители Благотворители? Ну, человек... героизировали. Хорошо, в данном случае, в данном конкретном случае я сказала, что у меня, например, не было такой информации, что этот человек какой-то там, я не знаю, националист или шовинист он. Ты В данном извлекла уроки конкретном из случае. этого? Урок какой может быть? Урок может быть более серьезно, так скажем, педантичнее готовиться автором, может быть, к своим материалам. Вот такой урок. Я Перед могу? тем, как публиковать его. Коллеги, хорошо, давайте так. Вот и так сегодня работает институт репутации. в Не нашей работает. стране. Допустим, да, что должно измениться? Что значит институт репутации? Итак, вот этот человек придерживается определенного взгляда на какую-то тему. Я с ним не согласна, и все мы перестаем с ним общаться, перестаем писать про него. В общем, так, чтобы его втоптать и его... Не, мы чтобы его не он втаптываем, но отказался от своей точки зрения. Чего мы добиваться хотим? Я вот это пытаюсь понять. Наверное, отказался от своей точки зрения. Дотаренко ты сейчас приводила в пример. Да. Отказалась? Чтобы от него- Она провела какую-то работу над собой, проделала, она отказалась от своей точки зрения, она публично извинилась. В отношении тебя институт репутации сыграет, да? Все скажет: Зибо Таджибаева персона нон грата. Мы с ним не я общаемся. проходила через это. Знаешь, жизнь так сложилась, что в любом случае все эти абьюзеры, маньяки, они везде где-то. Где-то они учителя, где-то они организаторы, где-то они мимо проходили. Невозможно вот так вот как бы. Хорошо. Идеалов мы и не героизируем, Понятно. еще раз говорю. никого. Но просто, вот я говорю, в какой-то момент отложить публикацию, она тебе не делает ни от этого ни жарко, ни холодно. Но если речь о событии, опять же, вернемся к этому злополучному ивенту, уже злополучному. Так нет, я хочу вернуться к то его последнему. переложить невозможно. Нет, было. последнему. Например, к чему? На вашем герое, который пропагандирует Шовинизм? и поддерживает войну. И шовинизм. Нет, можно про было шовинизм- отложить? Про шовинизм я уже обозначила совершенно четко, что у меня было недостаточно информации. Я до сих пор не уверена, что это на самом деле так.
потому что тебе я не скину видела. скрины. Давай. Вот если бы ты знала, что он шовинист. Ну, кстати, я Наргиз задавала этот вопрос, тебе что-то не задала, да. Ты бы написала о нем? Я не буду врать, я не знаю. Прекрасно и замечательно, когда в редакции все работает, отложен, вот прям механизм прям такой вот безошибочный. Такого не бывает на самом деле. Нет, я понимаю. Вот у меня тоже был я такой не знаю. прям очень серьезный косяк. Возможно, тут решил бы момент такой вот, я бы прочитала, предположим, бы эти бы сообщения, да, и насколько лично меня бы это задело, потому что личный аспект, личный момент, да, вот в каждой редакции тоже нельзя отменять. Возможно, это было бы решающим. Мне кажется, что есть какая-то вот большая разница между гражданским обществом, которого у нас, к сожалению, нет, и которое должно, в первую очередь, оно вот должно вот какие-то вот эти кейсы решать, грубо говоря, виновен или не виновен. Даже ату его или не ату, да? Нет, подожди. А вот журналисты, СМИ, ты знаешь, у нас очень много задач, я тебе хочу Абсолютно сказать. согласна. И еще вот задача выбрать, этот достоин, этот недостоин. Я сейчас не говорю про те случаи, когда еще и суд должен решить. Я говорю вообще про спорные даже вещи. Все-таки, наверное, в первую очередь наша задача информировать. Мне так кажется. Информируйте о том, что вот такой хороший. То есть я не понимаю, понимаешь, да, когда этот идет человек речь о сделал новости, хорошую вещь. Окей, хорошо. Мы напишем про это. Он сделал хорошую вещь, он помог детям, я не знаю, он там собрал деньги или что-то другое. Мы про это напишем. Хорошо. Наргиз сказала, что институт репутации в Таджикистане не нужен. В каждом конкретном случае мы будем решать отдельно этот вопрос, потому что я понимаю, я не против института репутации, я уже сказала о том, что я не очень представляю, как этот процесс может заработать. Давайте вот такими тогда маленькими шажочками. В каждом конкретном случае мы будем решать, что для нас приемлемо, что для нас неприемлемо, над чем мы можем поработать, подумать вообще. А я вообще То есть против есть какого-либо такое? давления. Общественность или кого-то, понимаешь, да? Но это... Если так... Ну, если он не отвечает твоим моральным принципам, неужели ты будешь вот закрыв глаза? Нет, если не отвечает моим моральным принципам, мне не обязательно слышать или слушать, что думает общественность. Я так думаю, значит, я не буду этого придерживаться, понимаешь? А другой факт, я думаю по-другому, а общественность мне навязывает определенное поведение. Нет. Ты считаешь, что тебе не нужен институт репутации. Ольга считает, что он нужен, но пока какими-то конкретными кейсами к нему идти маленькими шажками. Я считаю, что он нужен. И я считаю, что это в первую очередь задача СМИ. Поэтому да. То есть мы ни к чему не договорились. Почему не договорились? У нас, я думаю, что и не было задачи, что мы придем, ты расскажешь нам свою позицию, и мы в конце или я соглашусь с вашим. Да. Но я с вашим тоже не согласилась. Понятно, а это и не нужно, это ни к чему. Я думаю, что, в принципе, это говорит о чем? О том, что на самом деле мы все, на самом деле, не очень понимаем, о чем мы говорим, может быть, или еще сами для себя, может быть, не все решили. Мы для себя еще не решили многое. Поэтому это нормально абсолютно, что получилась вот такая, может быть, дискуссия, абсолютно, может быть, даже где-то она там не очень логичная, не очень местами там, каша. Да, как-то, да, а по-другому, мне кажется, и не должно было быть, не должно было случиться. Давайте встретимся через год, может быть, тогда. Да, еще раз вернемся. Но в любом случае я буду с тобой общаться, даже если тебя будут ату ее, я скажу, а я все равно рядом с тобой буду. И никакой институт репутации мне не нужен. Спасибо, Наргиз, спасибо, Ольга. Это был подкаст «Нового репортера». Пока. В подкасте «Новый репортер».